освобождение Саакашвили. И мы желаем ему благополучного и скорого освобождения. Not to let him die in the prison. Тому я звертаюсь до народу Грузії, до влади Грузії. Треба проявити милосердя. მე ვარ საფრანგეთში ჩეჩნეთის რესპუბლიკა იჩკერიის საპატიო კონსული შამილ ალბაკოვი. აქ მოვედი იმისთვის, რომ ხარი დავუჭირო ამ აქციას. სასწრაფოდ გაანთავისუფლონ მიხეილ სააკაშვილი. ჩვენ ვხედავთ, რომ ის საშინელ პირობებში იმყოფება. ნახეთ ვიდეო, რომელშიც ჩანს როგორი გამხდარია ის. ჩვენ მხარს ვუჭერთ მიხეილ სააკაშვილსა და ქართველ ხალხს. Сегодня мы собрались в знак солидарности с грузинским народом. Я представитель Чеченской республики Ичкерия, который на себе первым испытал все зверства России, один на один, оставив Чечню умирать. Мир отвернулся, однако, несмотря на неимоверные трудности, Чечня первую русско-чеченскую войну победила. Но не смогли противостоять силе спецслужб. В результате Второй войны полностью Чечня оккупирована. Временно. Временно оккупирована, да, вы правы. Сегодня мы призываем весь народ Кавказа, все цивилизованное общество, чтобы оно выступило в знак солидарности за освобождение Михаила Саакашвили из концлагеря. На самом деле, я считаю, все, что связано с Россией, это единый концлагерь. Я благодарен сегодня грузинскому народу, что они с запозданием поняли всю сущность русизма, на себе испытав только. Я думаю, мы все вместе сделаем выводы из случившегося и вместе будем бороться за освобождение всего Кавказа и всего человечества от этой поганой змеи российской. Пусть освобождение Саакашвили станет залогом этой победы. Еще раз призываем освобождение Саакашвили, Михаила Саакашвили, свободу Михаила Саакашвили, свободу Кавказа, свободу Украины. Спасибо вам. Спасибо. Globალური აქცია 40 დიდ ქალაქში ჩატარდა და ამ სოლიდარობის აქციის ორგანიზატორი და ინიციატორი არის მარკ ფეიგინი და ალექსი არესტოვიჩი და მათი თქმით სხვა გზა ვეღარ დაინახეს უკვე, ვინაიდან ქართული ოცნების ხელისუფლებას არ ესმის ევროპარლამენტარების მოწოდებები, არ ესმის ოფიციალური ჩვენი პარტნიორი ქვეყნების მოწოდებები, ასევე პირადად ვოლოდიმერ ზელენსკის მიმართვაც კი ვნახეთ. Berlini, Kijevi, Romi, Kishinyovi, Bryuseli, Miuncheni, Strasburgi, Varshava, Atheni, Barcelona, Madridi ეს იმ ქალაქების მცირე ჩამონათვალია, სადაც დღეს სოლიდარობის ხმა ისმოდა. საქართველოს, უკრაინისა და სხვადასხვა ქვეყნის მოქალაქეები ერთადერთი მოთხოვნით შეიკრიბნენ. გადარჩეს მიხეილ სააკაშვილის საქართველოს მესამე პრეზიდენტის სიცოცხლე. Meine Damen und Herren, ich bin Lachim Mamishov, Vertreter der Tschetschenischen Republik Ichkeria in der Schweiz. Консул des von Russland besetzten Landes. Дамы и господа, я Лачим Мамишев, представитель Чеченской республики Ичкерия в Швейцарии, консул оккупированной Россией страны. Я очень благодарен, что вы сегодня с Михаилом Саакашвили. Михаил Саакашвили – третий президент Грузии. К сожалению, империя зла вот уже 400 лет убивает самых ярких личностей Кавказа. За последние 30 лет были убиты 4 президента Чеченской республики Ичкерии. Первый президент Грузии Зият Гамсахурдия,
А сегодня путинский режим хочет убить третьего президента Грузии, моего большого друга Михаила Саакашвили. К сожалению, западные политики трусы, боятся России. Но, как вы видите, мы не боимся и боремся с фашизмом 21 века. Когда Россия убила 300 тысяч мирных жителей из 1 миллиона чеченцев в 2 войнах в Чеченской республике Ичкерия, Запад проигнорировал это по экономическим причинам, по экономическим интересам. Когда Россия вторгалась в Грузию в 2008 году, Николь Саркози по приказу Путина прилетел в Тбилиси и предложил Михаилу Саакашвили подписать акт о капитуляции, иначе он и все члены его семьи будут убиты. Но Саакашвили категорически отказался. Вот почему Путин хочет отомстить, убить Михаила Саакашвили. Во время Второй Карабахской войны президент Франции Эммануэль Макрон со ссылкой на главу российской внешней разведки Нарышкина распространил дезинформацию о том, что якобы на стороне Азербайджана воюют какие-то радикальные исламисты из Сирии. Наконец-то, первый день российской агрессии Украины господин Макрон прилетел в Москву, а из Москвы в Киев предложил господину Зеленскому то, что господин Саркози предлагал в 2008 году Саакашвили. Если бы у меня была бы возможность, я бы спросил господина Макрона и Саркози: «Господа, что вы курите?» Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер работает на Путина, и благодаря госпоже Меркель Европа попала в зависимость от российской нефти и газа. Неужели у коллективного Запада не хватает смелости заставить руководство Грузии освободить Михаила Саакашвили? На данный момент Михаил Саакашвили находится в критической ситуации. Он может умереть в любой день, так как в его крови обнаружили отравляющие вещества. Если что-то случится с Саакашвили, то виноват весь Запад, от президента Байдена до президента Швейцарии Алена Берсе. А Путин просто грязная гиена, известная на Западе как волк. Запад его знает как волка. В завершение своего выступления я хотел бы сказать всем политикам Запада: будьте настоящими мужчинами. Попробуйте хоть раз пожить как настоящие мужчины. Дайте Украине оружие. Закройте небо Украины. У нас на Кавказе есть поговорка: когда баран видит волка, он поворачивается к волку задом, думая, что если он не увидит волка, то опасность миновала, ему ничего не угрожает. Господа западные политики, не будьте овцами, вас в любом случае съедят. Будьте волками, как волки Кавказа и волки Ичкерии. Может быть, кто-то думает, что я немного агрессивен, но, как сказал великий Мартин Лютер, на том стою и не могу иначе. Мы устали быть разменной монетой для коллективного Запада. Мы не хотим, чтобы нас убивали русские солдаты. Мы не хотим, чтобы наши города бомбили и убивали мирных жителей, женщин, детей. Мы хотим, чтобы Кавказ был свободным, чтобы наших президентов не убивали, а чтобы они жили долго и писали свои мемуары. Я требую свободу и справедливость. Я требую свободу и справедливости для Михаила Саакашвили. Слава Грузии! Сакартвелос Гамарчос! Ich forderte Freiheit, Gerechtigkeit für Михаил Саакашвили. Сакартвелос Гамарчос! Я являюсь почетным консулом Чеченской республики Ичкерия во Франции. Меня зовут Албаков Шамиль. Мы пришли поддержать эту акцию. Мы требуем скорейшего освобождения Михаила Саакашвили, который находится в ужасных условиях. Мы видим это по видео, которые были опубликованы. Ужасает, что ли, так похудело, но дает знать о тех условиях, в которых он сегодня содержится. Мы из гуманитарных соображений пришли поддержать эту акцию и поддерживаем весь грузинский народ в его борьбе за полную свободу и независимость. Обращение почетного консула Чеченской республики Ичкерия во Франции Албакова Шамиля. Приветствую всех участников нашей акции. Меня зовут Албаков Шамиль. Я являюсь почетным консулом Чеченской республики Ичкерия во Франции. Мы пришли принять участие в этом митинге вместе с другими представителями Ичкерии во Франции.
Наши представители в других странах также поддержали эту всеобщую акцию. Представители ЧРИ в Германии, Австрии, Швейцарии и других странах сегодня участвуют с вами всеми на подобных митингах. Мы выражаем крайнюю озабоченность ситуации вокруг Михаила Саакашвили, который уже больше года находится в тюрьме в Грузии. Мы желаем ему благополучного и скорого освобождения. В прошлом году наши соотечественники в Париже также проводили акции в его защиту, и мы вместе требовали его освобождения в первую очередь из гуманитарных соображений. Мы помним его выступление в ООН, где он с гордостью упомянул о борьбе чеченского народа за свою свободу и упомянул нашего героя Байсангура Биноевского. Сегодня, спустя год нахождения в тюрьме, нам показали его состояние. Его неестественно похудевшее лицо вселяет ужас от того, в каких условиях он содержится. Все мы знаем, что он был компетентным, полным энергии, добросовестным политиком, который вел Грузию к пути развития. Однако вмешались силы русского мира и тянут теперь Грузию опять в свой ужасный мир, в тюрьму народов, из которого с таким усердием вытащил Грузию с достоинством ее первый президент, покойный Звиат Гамсахурдия, героически отдавший жизнь на этом пути. Он был великим другом чеченского народа и его государства, Чеченской Республики Ичкерия. Злые силы сегодня тянут Грузию в свой мир отсталости, ограничения прав и свобод, преступности и военных преступлений. Последствия мы видим сегодня. Грузинское правительство не осудило вторжение Российской Федерации в Украину. Грузия лишилась статуса кандидата на вступление в ЕС. Грузинское общество вынуждено терпеть влияние русского мира на политику своего государства. К тому же эти силы очередной раз хотели стравить народы Чечни, Ингушетии и Дагестана с грузинами, устроив дискриминацию на границе после объявления мобилизации, не пропуская уроженцев этих трех республик. Но мы прошли и через это испытание. Мы убеждены, что сегодня и сам Михаил Саакашвили, и грузинская общественность осознают цену той свободы и тех возможностей, которые были у них в период правления Саакашвили. Мы думаем, что сегодня есть о чем сожалеть. Сколько можно было сделать тогда, чтобы предотвратить ту ситуацию, которая сложилась сегодня? Все уступки и заигрывания с режимом Российской Федерации сегодня обернулись страшными последствиями. Напомним, что правительство Грузии в тот период даже выдало нескольких наших соотечественников в пасть этого монстра. Они по сегодняшний день в заключении испытывают на себе жестокость и несправедливость режима. К сожалению, в тот период возможностей, несмотря на то, что первый парламент Грузии признал независимость Ичкерии, и это решение было утверждено в 2004 году, когда все решения первого парламента были оставлены в силе, не было оказано так сильно необходимой политической и дипломатической поддержки со стороны руководства Грузии, нашей истекающей кровью Ичкерии. Сегодня мы надеемся, что все это будет учтено и исправлено в будущем, когда будет на это опять возможность. Сегодня весь мир увидел то, о чем кричали чеченцы на протяжении многих лет. Нас не слышали. Народ Грузии, наш соседский и братский по кавказской культуре народ, помогал и оказывал гостеприимство, и мы всегда будем стоять рядом в беде и в радости с грузинским народом. И мы искренне надеемся, что скоро Грузия поставит в приоритет именно наше кавказское братство и оттолкнет все козни и манипуляции российского режима и его агентов влияния. Мы присоединяемся к требованиям организаторов митинга и настойчиво призываем улучшить условия содержания Михаила Саакашвили в тюрьме и освободить его как можно быстрее. В конце восстания Шамиля против Российской империи, после того, как сам Шамиль сдался, остался только один чеченский лидер, который продолжал сражаться. Его звали Байсангур. Но и он был ранен и захвачен в плен. Его собирались повесить, и российские офицеры собрали дагестанцев, чтобы те смотрели на казнь. Одному из них было приказано выбить табуретку из-под ног Байсангура. Так русские хотели стравить народ и разжечь кровопролитную резню.
and oppose the people, which is an old tradition of the Caucasus. Think this. Видя это, Байсангур сам выбил у себя из-под ног стул и таким образом совершил самоубийство. Это запрещено религией, но он остановил вражду двух соседних народов. 6 сентября, 30 лет принятия Декларации независимости. Ну, знаете, это, конечно, очень героический, великий народ, и очень талантливый народ. У меня лучшие друзья были чеченцы, в студенческие годы и так далее. Это очень трагическая история, но она не закончена. И Россия обращается со всем Северным Кавказом как с колониями. А колониализм в конце концов заканчивается, и колонии распадаются. И из-за того, что они так с ними обращаются, они общаются с ними через своих сатрапов, ставленников, жестокостью, убийствами, похищениями. И они считают, что они достигли успеха, на самом деле как раз они уже проиграли.